Февральская революция 1917 года дала духовенству разных уголков Российской империи возможность на самоопределение. Народы, имеющие автокефалии до вхождения в состав России, поставили вопрос об их провозглашении вновь. Первой это сделала Грузия. Именно после данного события начались активные переговоры с абхазскими священнослужителями и общественными деятелями с целью приобщения нашего народа к грузинской церкви. И вот абхазы, почувствовав в определенном смысле угрозу, да, что объявленная автокефалия грузинской церкви просто так не остановится, и что, возможно, будут предприняты какие-то шаги по введению абхазских церковных общин и духовенства в состав этой церкви, экстренно принимают решение. Значит, они созывают в мае месяце, он назывался официально «Съезд абхазского духовенства и выборных мирян». Тот самый съезд состоялся в Сухуми и шел с 24 по 27 мая 1917 года. В его ходе была принята резолюция. Увы, почти все архивные материалы безвозвратно утеряны, потому у научного мира сегодня нет абсолютной возможности восстановления ряда важных деталей. Однако, к счастью, сохранен опубликованный доклад Михаила Тарнава, в приложении к которому и есть резолюция. В этой резолюции сказано, там несколько обращений, прежде всего в Святейший Синод Русской Православной Церкви, который тогда был правящим органом Русской Православной Церкви, к иерархам грузинской церкви, в новообъявленной грузинской церкви, как независимой, и еще было обращение к епископу Андрею князю Ухтомскому. Оказалось так, что епископ Андрей был избран в новом составе Святейшего Синода, то есть руководство Русской Православной Церкви оказалось среди этих епископов. И, конечно, абхазы рассчитывали, что он сможет, зная хорошо нашу ситуацию, объяснить. Вот эти резолюции были направлены, после чего у нас есть официальные телеграммы, которые пришла из Москвы, из Святейшего Синода, из Санкт-Петербурга, где было сказано: все-таки подождите, да, сейчас будет Всероссийский собор, там будет Кавказский отдел, и мы постараемся обсудить судьбу, в том числе абхазских церковных общин. Тогда абхазская сторона пошла на это предложение. Сегодня отец Дорофей, доктор богословия, трактует этот шаг как ошибочный. Собор действительно состоялся, однако необходимо учитывать, что и сама русская церковь в то время переживала непростые времена. Остро стояли собственные внутренние вопросы. Случилось то, что, собственно говоря, они не ожидали. Значит, уже Октябрьская революция, затем гражданская война, сообщение с Москвой было очень тяжелым, и делегаты из Абхазии не смогли поехать на этот Всероссийский собор. И буквально через несколько месяцев, в июне, генерал Мазниашвили вводит войска Грузинской Демократической Республики, Абхазия оказывается в оккупации, большая часть духовенства высылается, не абхазского и не грузинского, из Абхазии, например, протоиерей Георгий Голубцов, епископ Сергий и так далее. И затем, сразу же после вот этих актов, грузинские автокефалисты создают Цхума, абхазскую епархию параллельно, которая, собственно говоря, выживает Сухумскую епархию, и в конечном итоге абхазские церковные общины оказываются в составе этой епархии и окончательно в составе Грузинской Православной Церкви. Мы поинтересовались у историка, нет ли в этом некой цикличности событий, ведь, по сути, спустя менее чем 100 лет абхазское христианство вновь оказалось в непростой ситуации. Когда мы с вами вспоминаем это событие сегодняшнее, да, ведь это не просто история. Например, мы знаем, что там участвовал Самсон Джанба, да, Симон Басари, очень известный деятель того времени. Это даты, имена, все, но... Наверное, мы должны сделать какой-то вывод из этого, да, чтобы мы не повторили тех ошибок. С моей точки зрения, уже как историка, да, ошибки заключались того духовенства и этого съезда в следующем. Во-первых, они ограничили свое обращение адресатами только двух церквей, то есть русской и грузинской. Все-таки нужно было обратиться ко всем церквям православным в мире. Почему? Потому что такие же процессы шли одновременно в Эстонии. И эстонская церковь обратилась тогда к Вселенскому патриархату. И потом, после советского периода, снова поставив вопрос, когда они приехали туда, подняли архивы и увидели, что да, была такая бумага, значит, и того времени. А когда мы приехали, как вы понимаете, таковой бумаги нет. Это первое.
По сути, после распада Российской империи абхазское и грузинское духовенство имели почти одинаковую стартовую площадку. Однако ГПЦ пошла немного по иному пути. Их отлучили от церкви. Саму церковь признавали в качестве раскольнической до 1943 года. И окончательное признание грузинская церковь получила лишь только в 1990 году. Но они не отказались от этого пути. И какой итог? Сегодня грузинская церковь является автокефальной, признанной во всем мире, участвует во всех православных мероприятиях и имеет все те возможности, которые имеет любая православная церковь. Мы же, пойдя на компромисс, то есть, дескать, вот сейчас собор будет в Москве, и там вот обсудят, там это решат, постепенно получилось так, что те люди, которые предлагали нам компромисс, они же содействовали тому, чтобы мы оказались в составе грузинской церкви окончательно, впоследствии. И итог вы видите, не было ни одного абхазского священника в советское время, не было ни одной абхазской церковной общины в советское время. А что значит? И здесь вопрос не столько в том, какой национальности священник или прихожанин, сколько в полном отсутствии духовного развития внутри страны. Именно эти нюансы, уверен отец Дорофей, мы должны помнить и понимать в такую дату. Более того, это очередная возможность рассказать о своей истории большой аудитории, ведь вечер транслировался в сети в режиме онлайн. А ведь за пределами Абхазии все, кто будут смотреть, они впервые для себя сегодня узнают, что, оказывается, вопрос автокефалии абхазской церкви Абхазии еще ставили 100 лет тому назад. То есть у людей поменяется понимание этого вопроса, потому что они думают, что это сегодня. Вот мы создали государство, да, и вслед за ней решили, так сказать, создать абхазскую независимую церковь, да. Вот этот момент нужно учитывать. Завершая интервью, историк-священнослужитель Дбар сам решил для полной ясности вопроса еще раз раскрыть скобки автокефалии. Дело в том, что вот когда я задумался над этим словом, мне хотелось по-абхазски это сказать, оказалось, что, оказывается, существует калька в абхазском языке этого слова «зхуякуйту», потому что в слово автокефалия греческое, заимствованное во все языки, и в этом слове присутствует слово «самоглавный», то есть самостоятельно имеющий главу. Другими словами, автокефалия означает не абсолютную независимость, как полагают многие люди. То есть вот мы сделали государство, давайте теперь сделаем независимую церковь. Независимых церквей не бывает. Все православные церкви, мы едины, составляем Вселенскую церковь. Но административная независимость. То есть, например, мы хотим иметь какого-то епископа, да, выборы за абхазским народом. Мы хотим иметь священника в какой-то деревне, он рукополагается здесь. Мы хотим открыть храм, монастырь, расширить, поделить, значит, дать новое начало этим приходам. Все это решается на месте здесь. Сам вечер, посвященный важной дате, длился более 2 часов. С докладом выступил не только отец Дорофей, но и его молодой ученик. В ходе мероприятия были презентованы флаг и герб Священной митрополии Абхазии. Возможность такого глубокого исторического анализа абхазского церковного пути трудно переоценить. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.